Su akar tınıktan ak. Папа, значит, грузил все продукты вот в мешочках, там я знаю куда, все, и отправляли вот этим лошадкой маленькой вниз, где сбор всех людей. Вот она вот перетаскивала наши вещи, перетаскивала. Ну, где-то до обеда нас уже оттуда начали, так сказать, просить. Это я культурно говорю, но там уже смотришь, соседи, значит, начали в комнаты лезть, что-то. Отец говорит, что вы делаете, говорит. Мы ж, наверное, вернемся. Ага, да, говорит, вернетесь. Всех начали раздевать догола и в огонь наши вещи. Мы все были вшивые, отстригли нас. У меня вот такие были длинные волосы, мои кучерявые волосы в огонь выбросили. В 1961 году поехала на телевидение. Целый месяц я репетирую там уже. Репетирую, все танцы выучила, все. А их собирают отправлять, значит, на гастроли. Меня, значит, отстранили. Я целый месяц работала. Ни копейки денег они мне не платили, ничего. В общем, впроголодь. Я всегда работала впроголодь, потому что ни денег, ничего, стипендий еще не было. И из дома никто не помогал, у нас своих было нас много. Берут на работу с окладом 90 рублей. Я чуть в обморок не упала. Самая высокая зарплата была в хоровой капелле 90 рублей. Люди работали 10-15 лет уже, такие старые, закоренелые, как говорится. Вдруг мне, девчонка с улицы, 90 рублей поставили, представляете? Но я была настолько загружена, что я зарабатывала эти 90 рублей. Всю программу за столько лет. Вот такой талмуд. Хоровая капелла поет. Ну, они же на гастроли собираются. Я день и ночь, я бросила консерваторию, забросила. Я день и ночь учу партии. Ну, это была моя жизнь. Всю жизнь меня я хотела петь, я мечтала. Моя мечта сбылась, понимаешь? Я очень в многих местах пела, но я пела. Вот тем мне нравилось, что я певица, что я пою, меня слышат. Kamışım ateşle
ister alma başına, başına yazılmışa.